Тема избитая, все детективы читали или смотрели. Наверное, многие их любят. Я в конце своего выступления постараюсь объяснить, почему детективы так любят домохозяйки. Это любимое чтение домохозяек. Причем как сочинять детективы, так и читать их. Да? Это такой очень жанр женский. Хотя, казалось бы, парадокс. Там же отравление, убийство, ограбление, в крайнем случае кражи, в лучшем случае кражи. Но, тем не менее, этот жанр очень востребован именно у женской аудитории. Но я постараюсь с такого необычного ракурса рассмотреть этих авторов. Про Конан Дойля я возьму два рассказа. Это «Собака Баскервилей» и «Пестрая лента». И у Честертона я не думаю, что с ним так же хорошо знакомы, как с Холмсом, с Конан Дойлем точнее, да, и с Холмсом. Поэтому я постараюсь без спойлеров рассказать такую, дать общую характеристику фигуры отца Брауна. А как его качества и методы реализованы в конкретных случаях, вы уже, если захотите, прочитаете в самих произведениях. А про Конан Дойля Википедия пишет, вот начинает текст с этого высказывания. Автор детективных произведений, три, да, позиции. Детективные произведения, приключенческие и юмористические. Ну вот, о бригадире Жераре это такие, скорее, историко-приключенческие, ну да, с элементами комического. Бригадир Жерар. И надо сказать, что сам Конан Дойль не любил своего персонажа, он ему быстро надоел. И поэтому, если вы будете читать подряд все рассказы про Холмса, вы будете разочарованы. У него считается, что есть 12 таких хороших рассказов, а остальные проходные. И поэтому Конан Дойль от него довольно быстро избавился. Но это был персонаж очень кассовый, то есть за него платили хорошие гонорары, и поэтому Холмс воскрес, оказалось, что он не упал в Рейхенбахский водопад, а зацепился за краешек. Ну и обычная история с сериалами, да. Хотели заканчивать, но, во-первых, зрители просят, во-вторых, деньги хорошие предлагают. В общем, Холмса воскресили. И после гибели, кстати, первый раз он появляется именно в «Собаке Баскервилей». И похожий жанр у нас упоминается в характеристике Честертона. Да, кстати, вот здесь его имя написано не полностью. Вот, чего там не хватает, я чуть позднее объясню, дополню. Честертон у нас писатель, поэт, философ, драматург, журналист, христианский деятель. Его сыщик – это католический священник, князь парадокса и известен как автор детективных рассказов про отца Брауна. Почти современники, видите, разница 15 лет, они застали примерно одни и те же времена. Вот, ну, я начну издалека. Во-первых, связать жанр детектива, классического детектива. Ну, это классический детектив, это Агата Кристи, это Жорж Сименон, это Конан Дойль и Честертон. Ну, у Честертона очень явно это христианство присутствует в профессии главного героя. У других персонажей более косвенно, но тоже связаны с христианством. Это цитата из Священного Писания, из Библии. Вот. Из, скажем так, программной части для христиан Нагорная проповедь. Это проповедь, которую прочитал Иисус своим ученикам, апостолам, на горе Фавор. Произошло это 6 августа по старому стилю, он же Яблочный Спас. Вот.
Как видите, 25 стих Евангелия от Матфея, там, по-моему, 5 глава. Вот смотрите, да, вроде бы Иисус, человек не от мира сего, да, Бог Сын, а какие он использует термины юридические? «Сумей ублаготворить истца, пока вы еще на пути в суд, чтобы не предал тебя истец судье, а судья тюремщику, и чтобы не был ты вергнут в темницу». То есть, кроме профессиональных терминов из сферы пастухов, да, паства, пастырь, пасомое стадо, что вполне объяснимо, потому что Иисус был среди скотоводческих племен, народов, да, вращался. Он еще использует и юридический термин. Да? Хотя, повторяю, вроде бы не от мира сего. Поэтому связь детектива, расследования преступлений, она очень укоренена, очень тесно связана с христианской этикой. Из того же произведения, 21 и 22 стих. Ну, Нагорная проповедь как написано? Там идет сопоставление заповеди Моисея, Декалог, и новации, которые предлагает Иисус. Почему этот документ программный? Потому что в нем именно и формулируется главное отличие между Ветхим Заветом и Новым Заветом, этикой этих двух книг. Поэтому там часто используется вот такая конструкция. Вы слышали, что было сказано древним, и дальше он цитирует Ветхий Завет, законы Моисея. А потом следующая фраза или часть сложного предложения начинается со слова «но». «Но я говорю вам». Да? То есть он как бы противопоставляет эти два подхода. Так вот, не убей, сказано древними. Но я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего, даст ответ перед судом. То есть Иисус приравнивает гнев к убийству. Скажите, на каком основании? Конечная точка, конечная цель гнева – это уничтожение. Уничтожение. То есть гнев – это убийство, совершенное мысленно в душе. Вот из этого тезиса, из Нагорной проповеди и вышла вся европейская литература. Вся. Совершенно верно. Дело даже не в том, что... Сейчас я поясню, почему. И жанр автобиографии. Это вполне понятно. Но и книги про любовь, любовные романы, это тоже корнями своими уходит на Нагорную проповедь. И детектив тоже уходит на Нагорную проповедь. Почему? Потому что нам интересно читать в детективе о чем? Первое, о том, как преступник додумался так все провернуть. Раз. Влезть в его голову, да? Узнать, почему он это сделал. С какой целью и как он это придумал. А еще интереснее, а как в эту голову преступника смог залезть сыщик? Как он догадался? Нас интересует не кто убийца, а еще и интересует, а как Шерлок Холмс догадался, что это убийца. То есть нас интересует внутренний процесс, который происходит в душе человека. И вот эту новацию ввел как раз Новый Завет. И выражено это в Нагорной проповеди. Когда мы оцениваем человека и проявляем интерес не столько к его объективно считываемым данным, да, сколько к его душе, сколько к его внутренним качествам. Это основная мысль Нагорной проповеди. Это главное отличие Нового Завета от Ветхого Завета. В Ветхом Завете важно, сколько баранов ты привел и принес в жертву. В Новом Завете важно, насколько чиста твоя душа. А сколько баранов – это уже второстепенно. То есть вот это
вот этот перенос внимания к внутреннему миру человека – это характеристика, которую ввело христианство. Вот. И это главное отличие христианской культуры от, например, античной культуры. А почему я сказал, что любовная проза выросла тоже из этого? Потому что вы знаете, любую книгу, сюжет любовного романа можно пересказать где-то за минут 5. Хотя он 500-600 страниц, сюжет, да? Сериал, мелодрама, мыльная опера, ее смотрите первую серию, вторую серию, потом 500 серий пропускаете, смотрите с 501 серии, вы ничего не пропустили. Почему? Потому что главное не что происходит. Важно, как люди переживают по поводу того, что происходит. Это гораздо важнее. Да? Ну и чтобы далеко не отходить от английских детективщиков, цитата из романа Честертона «Человек, который был четвергом». Здесь сравниваются два подхода. Сыщик узнает, что преступление совершилось. Мы узнаем из сборника сонетов, что преступление совершится. Мы, говорит представитель этого секретного отдела в английской полиции, предотвращаем преступление на стадии замысла. А для этого мы используем вот такие данные. Ну, небольшой спойлер. В книге Честертона рассказывается о том, что мир стоит перед угрозой анархии. Главным проводником этой анархии является элита, интеллектуальная элита. И поэтому, чтобы анархистов обезвредить, ну, кто такие анархисты, если мы переведем на современный язык, это международный террорист, чтобы вам было понятно. Так вот, чтобы их обезвредить, необходимо изучать не столько криминалистику, сколько психологию этих людей. Потому что они слишком интеллектуальны, чтобы с ними бороться вот такими методами. Ходить по харчевням нужно использовать изысканные приемы. Нужно улавливать дух пессимизма. Да? Сходство понятно, да? И в Нагорной проповеди, и в этом фрагменте мы переносим внимание с действий на душу человека. Нам надо проследить, откуда те страшные идеи, которые в конечном счете приводят к нетерпимости и преступлениям разума. Откуда? Теперь чуть-чуть поближе к нашему времени детектив и рыцарский роман. Рыцарский роман в средние века выполнял ту же самую функцию, что сейчас выполняют детектив и детективные сериалы. Это сугубо развлекательная литература. Так, у меня тут опечатка интериоризация, да, в структуре сюжета. Рыцарский роман – это адаптация к европейским реалиям средних веков идей Нагорной проповеди. Например, сейчас вы на экране видите обложку издания немецкого рыцарского романа «Парцефаль» Вольфрама фон Эшенбаха. Это одно из произведений, которое посвящено Святому Граалю. Кто-нибудь знает, в чем хитрость? Вообще, для чего Грааль ищет, во-первых, во-вторых, в чем сложность в его поисках? Да, Святой Грааль – это источник, по разным версиям, нескончаемого здоровья, энергии, настолько крепкое здоровье, что вы будете жить вечно. По другим источникам это власть над миром, вам обеспечивается Святым Граалем. Но сложность
поиска Грааля, почему его надо искать? Сложность поиска Грааля в чем? Кто-нибудь знает? Никто не знает, что это. Что? Никто не знает, что это. Не совсем. Ну, близко, но не совсем. Никто не знает, где это. Святой Грааль можно увидеть только человеку с чистым телом и душой. Мало преодолеть расстояние, мало перелезть через горы или дремучие леса, мало подрубать головы драконам и расколдовать, обезвредить волшебников. Если у вас нечистая душа, то даже находясь рядом с этим предметом, вы его не увидите. Понятно? Ну, теперь подумайте, как это связано с детективом и с Шерлоком Холмсом? С детективом вообще и с фигурой Шерлока Холмса в частности. А если вы не владеете дедуктивным методом, то все эти улики вам ничего не скажут. Если вот первую часть упустить, то да. Если вы не Холмс, то вы это не увидите, да? Все видят, все фиксируют, вернее так, смотрят, но не видят. Почему? Потому что они кто? Не рыцари. Потому что у них нет вот этих душевных качеств, которые позволили это увидеть, распознать. Да? И поэтому несведущий читатель и несведущие участники событий думают, что убийца официант, а на самом деле метрдотель. Это очевидно. Но очевидно кому? Человеку, у которого соответствующие душевные качества. Понимаете, да? Получается, что детективный сюжет это в том числе и проверка главного героя на то, является ли он носителем этих высших качеств. Какие это могут быть качества? Это могут быть качества нравственные, как у отца Брауна, повышенное нравственное чувство, или интеллектуальные, как у Холмса. Но он обязательно не такой, как все. Да? Как и положено рыцарю. Вот. Далее. Рыцарь у нас занимается тем, что он странствует. Рыцарские романы – это рыцарские романы про то, как он болтается без всякой цели и без всякого дела, где, значит, придется. А чем у нас занимается Шерлок Холмс? От нечего делать расследует преступление. Это вам не инспектор Лейстрейд, который зарплату, но который, обратите внимание, если к нему обратились, он обязан помочь. А Холмс может помочь, может не помочь. Почему? Потому что он абсолютно свободен. Поэтому детектива в классическом детективе роднит с рыцарем тем, что он не профессионал. Он любитель. Что значит не профессионал? Значит, он не встроен в какую-то социальную систему, он сам по себе. Да. Вот. А причем по законам рыцарского романа рыцарь обязательно должен совершать подвиги не в составе армии, а обязательно в одиночку, потому что он тем самым проявляет свои личные качества, чтобы потом заслужить право сидеть за одним столом с королем Артуром. В одиночку. Да. Поэтому это рыцарь обязательно одинокий. Так же, как и сыщики. Далее, как я сказал, странствует рыцарь безо всякой цели. Вот. Не потому, что кто-то его позвал на помощь, и он срочно собрался и поехал. Нет, в рыцарских романах он просто едет, и куда глаза глядят. В чем сакральный смысл такого путешествия? Раз им не руководят цели, которые заданы людьми, следовательно, им руководит кто? Господь Бог Всевышний. По воле случая, по воле судьбы он совершает свои подвиги. И теперь обратите внимание, как обычно обозначаются те или иные рассказы у Конан Дойля.
А вот помню, еще был случай. Вот это слово «случай» очень часто звучит в рассказах про Шерлока Холмса. Случайно кто-то обратился, и Шерлок Холмс решил помочь. Случайно — это Бог. Да, в конце своего выступления я объясню, что если вы... Классический детектив, он не может не обходиться без веры в Бога. Он на ней... Детектив на вере в Бога строится, и он на ней даже паразитирует. И вот тут у меня опечатка: интериоризация в структуре сюжета. В рыцарских романах часто сюжет построен так. Герой совершает подвиги, но проблема в том, что он, совершив эти подвиги, не осознает их смысла и значения. И поэтому, когда он приходит к королю Артуру и предъявляет рыцарям доказательства их подвигов, ну там отрубленные руки, ноги, отрубленные головы и так далее, да, в общем, неоспоримое свидетельство того, что он совершил большой набор, да, подвигов. Но тут обычно появляется неприятная женщина. Вот. Всем сразу понятно, почему она неприятная, потому что она или на черной собаке приезжает, или на сером волке, или, в крайнем случае, у нее какая-то черная птица на плече сидит и говорит, ну, как это обычно бывает, она правду матку: а вы знаете, кого вы хотите принять в рыцари? И она им пересказывает все, что совершил этот рыцарь. Она не врет, она просто пересказывает. Но в ее пересказе подвиги превращаются в гнусное злодеяние или проявление подлости или трусости. Фактура та же самая, но пересказ другой. И что делает после этого позора главный герой? Это примерно в середине романа происходит, в частности, в романе Парцефаль это произошло. Он переделывает заново те подвиги, которые совершил в первой части, но уже осознанно. Там он случайно куда-то ткнул, попал, враг погиб. Здесь он уже знает, чем он рискует, уже его душа работает, она вовлечена в совершение подвигов, и поэтому другой результат. Вот. А что мы имеем в детективе? В детективе мы имеем то же самое. Дважды рассказанную историю. Обратите внимание, у нас есть сначала ряд событий, которые описаны с точки зрения профана, с точки зрения непосвященного, с точки зрения того человека, который Грааль не увидит. У него не те душевные качества. Это доктор Ватсон. Потом гений, человек, который имеет доступ к сакральному, Холмс объясняет, кто был преступником, вернее так, указывает, кто был преступником, а потом объясняет, в чем суть преступления, как именно происходили события. Да? По закону жанра он знает столько же, сколько профаны. Просто он глубже видит. И таким образом у нас получается, как в рыцарском романе. У нас событийный ряд один и тот же, но в первом варианте он имеет одно значение, одну интерпретацию, во втором варианте, в версии Холмса, он имеет другую интерпретацию. И другие выводы сделаны из этого же событийного ряда. Почему? Потому что у нас Холмс – рыцарь. И вот я говорил о том, что здесь не полностью написано имя. Он сэр Артур Конан Дойль. У него было рыцарское звание. И в некоторых рассказах это, ну, почему не в некоторых, во всех рассказах это проявляется. Вот. Ну, детали с собаки Баскервилей. Помните,
Инкогнито Холмс скрывается на болотах. Его обнаруживает доктор Ватсон и спрашивает: а как вы здесь вообще существуете? И Холмс говорит: мне много не надо. Был бы табак в трубке, была бы еда и, обратите внимание, чистый воротничок. Почему? А он рыцарь, чистый душой и телом. Понятно. Вот, рыцарь, да, душой и телом чистый. Я тут, когда до пестрой ленты дойду, объясню, дам свою версию, почему. А? Да, порядок. Так вот, в этом плане детектив у нас это вариант романтической литературы, и он строится на принципе романтического двоемирия. Кратко поясню, что в романтизме мир делится, как в мире Платона, на неправильный, неполноценный, ограниченный мир материальный и мир, который предоставляет полную свободу, это мир идеальный. Вот. И у нас это двоемирие, раздвоение лежит в основе детективного произведения. У нас есть не настоящая версия, поверхностная, которую нам дает повествователь, рассказчик, и есть настоящая, которая скрывается за этой поверхностью. Да? То есть, используя Платона, да, есть пещера, вот Ватсон смотрит в одну сторону, а Холмс смотрит в другую сторону. Кроме того, на второй пункт обратили внимание постмодернисты. Особенность детектива в том, что вы, читая текст, читаете его, воспринимаете его, обращаясь назад в прошлое. То есть детектив вам рассказывает о событии, которое произошло в прошлом. То есть вы читаете первые страницы, а потом, читая дальше, постоянно вспоминаете эти первые страницы. Да, нелинейная подача информации вам, а именно то, что заставляет думать о том, что вы прочитали в предыдущих главах. Да. И у нас есть события, а есть, как я уже недавно говорил, только что говорил, есть мыслительный процесс реконструкции этого события. То есть интересует читателей не только то, кто убил, кто это сделал, но интересует, а как сыщик догадался. Это еще интереснее по сравнению с тем, что он разоблачил преступника. Теперь вопрос. Здесь скриншот из одной из последних экранизаций Шерлока Холмса. Кто из них кто? Все знают, да? Теперь у меня вопрос. А почему их двое? Так. Да, если есть Дон Кихот, то должен быть Санчо Панса. Причем, если вы знакомы с текстом Дон Кихота, то, как это ни парадоксально, Санчо Панса гораздо более многословен, чем Дон Кихот. Вы же не можете смотреть на солнце. Вам нужны темные очки, а то вы ослепнете. В пещере Платона вы не можете повернуться в сторону выхода, вы ослепнете. Вы должны смотреть на тень, которая отбрасывается на противоположную сторону пещеры. Ватсон – это переводчик. Во-первых, как вы правильно сказали, Холмсу не надо с кем-то общаться. Он и так сам умный. И периодически в рассказе это звучит. Ну что, Ватсон, опять вы там что-то понаписали? Да? Вот. Дело было пустяковое, а вы опять растянули на 10 страниц. Да. Значит, дело в том, что если вы будете общаться напрямую с Холмсом, то вы его не поймете. Он слишком не такой, как вы.
И поэтому Холмсу нужен переводчик, тот, который переводит мысли Холмса на язык обычных людей. Понятно? Ну и забегая вперед скажу. Для чего нужна церковь и священники? Совершенно верно, потому что если вы не подготовлены, то вы не сможете понять Священное Писание. Вам нужен Ватсон, который переведет смысл этих текстов на понятный вам язык. Поэтому у Честертона главный герой – католический священник. Почему католический, а не протестантский, я, когда дойду до этого персонажа, объясню. Да? И поэтому имейте в виду, когда Ватсон рассказывает истории про Холмса, он не тупой и не ограниченный, он притворяется тупым и ограниченным, чтобы быть максимально понятным читателю. Потому что человек с высшим образованием вынужден общаться с детским садом старшей группы. Он-то Холмса понимает, но ему надо еще и к вам обратиться. Поэтому он упрощает. А читателю это лестно, потому что он чувствует себя гораздо умнее, чем Ватсон. Да? Но это на самом деле вот такая маска, которую надевает на себя, надевает Ватсон. Вот. Теперь, почему, когда говорят о детективе, настоящие интеллектуалы морщат нос и с презрением говорят, что это не настоящая литература? Для этого есть основания, потому что та форма детектива, которую мы с вами знаем, она была сформирована в рамках английского неоромантизма. А неоромантизм тяготел к подростковому типу мышления. Или, как у меня тут написано, стилистика здорового юношества. Поэтому детективный жанр, он по своему интеллектуальному уровню, это жанр подростковый. Помните, кто является самыми верными помощниками Холмса в поиске информации? Кто носил ему тот самый чистый воротничок на заброшенный рудник? Это мальчишки-подростки. С подростками он находит общий язык на раз. Да? С женщинами похуже, а вот с подростками у него никаких проблем нет. Почему? Потому что его мышление, оно близко к подростковому. А в чем заключается подростковое мышление? Оно заключается в том, что тяготеет к упрощению. К упрощению. И поэтому детективный жанр, он действительно упрощает. Он примитивизирует. Или, как Ватсон, как я недавно говорил, притворяется примитивным и простым. Да? В чем выражается это упрощение? На лекциях студентам я про это рассказываю. Когда подросток находится в переходном возрасте, это не связано с возрастом, это связано с его положением в обществе. Он попадает в ситуацию, кстати, довольно редко в современном обществе, когда ему необходимо принимать решения, от которых зависит его судьба. У детей таких ситуаций не бывает, потому что за них все решают родители и учителя. У взрослых тем более. Да, планировать отпуск легко. Начальник скажет когда, жена скажет где. Да. А вот выпускник школы, он волей-неволей находится в ситуации, когда ему нужно принимать решение. Конкретное решение. А что такое конкретное решение? Конкретное решение
это обязательно сведение ситуации к черно-белой картине. Да и нет. Вы не можете одновременно на практике пойти и направо, и налево. Если вы стоите на месте, вы можете сказать, и направо хорошо, там вид хороший, и налево хорошо, там вид хороший. А если вы идете, вы обязательно говорите, нет, направо все-таки хуже, налево лучше. Это называется юношеский максимализм. Но это не связано, повторяю, с возрастом, это связано с положением, в котором находится человек. Детектив тоже упрощает, потому что в детективе виновным должен быть только один человек. Один виновен, остальные невиновны. За это его любят домохозяйки, потому что из 12 человек плохой один. Все остальные 11 какие? Кристально честные. Да? Зло не размазано по всем одинаково. Нет очень плохих, просто плохих, не очень плохих, хорошие, не очень хорошие. Нет, здесь четко, черное и белое. Вот этот преступник, поэтому все упрощается. И именно по этой причине детектив очень быстро приобрел вот такую вот репутацию упрощенной литературы. И поэтому детективы писать довольно легко. Инструкция по написанию хорошего детектива займет примерно на А4 листочек, и то будет с запасом. Это правило написания хорошего детектива. Поэтому я думаю, что через пару лет нейросети будут писать детективы, которые будут неотличимы от детективов, которые написаны людьми. Если уже не пишут. Теперь я более подробно расскажу про повесть. В русской версии называется повесть, в англоязычной версии либо новелла, либо роман. «Собака Баскервилей». Это пример классического детектива. Основные его признаки следующие. Классический детектив должен в качестве места действия использовать рай. То есть до начала событий и после окончания событий вы живете в самом прекрасном мире, какой только можете себе представить. Например, в детективах про мисс Марпл это английская деревня. Там все прекрасно и замечательно. Или следствие ведут знатоки, Советский Союз. Райская жизнь, только где-то, кое-где у нас порой. Да? Слышите, да, сколько неопределенных, да, местоимений. Если кто-то, кое-где у нас порой. Вообще все хорошие, но кто-то есть и кое-где, и не всегда. И то если. Да? Так вот, классический детектив – это детектив, который развивается на фоне идеальной жизни, идеальной общественной среды. Для Холмса, для Конан Дойля такой рай на земле – это викторианская Англия. Самое прекрасное место на земле, где люди живут замечательно. А почему они живут замечательно? Потому что они соблюдают, смотрите, второй пункт, порядок и дисциплину. Сравнивают часто английское общество с таким экипажем корабля, где каждый матрос точно знает, что он должен делать. Последняя команда, которую отдал адмирал Нельсон во время Трафальгарской битвы, Британия рассчитывает, что каждый выполнит свой долг. Да, это британский принцип. Порядок и дисциплина. Тут мы сразу спотыкаемся, да? Почему классический детектив – это такой довольно искусственно сконструированный жанр? Потому что
в классическом детективе люди точно знают, что такое порядок и дисциплина. Точно знают. Если они этого не знают, у нас появляется другая форма детектива, где нет разделения между преступниками и полицейскими. А в этих формах произведений у нас есть хорошие преступники и хорошие полицейские, которые объединяются друг с другом против плохих полицейских и плохих бандитов. Вот. Но это форма, которая возникла в Америке во времена сухого закона, когда появилась мафия, гангстеризм и так далее. В конце XIX века все люди знают, что такое добро и зло, что такое хорошо и плохо. Вот этот подростковый тип мышления, когда люди точно знают, как себя вести, и знают, что является нарушением правил, это и породило, стало фоном для появления данной формы. В этом контексте понятно, что такое преступление. У нас есть идеально работающая машина. Что такое преступление? Преступление – это когда у вас один винтик в этой машине разболтался. Или у одной шестеренки один зуб сломался. Чем занимается сыщик? Он в этой машине находит эту сломавшуюся деталь, ее убирает и, внимание, выкидывает. Обратите внимание, чем заканчиваются классические детективы. Агаты Кристи, Конан Дойля сдают преступника полиции, что с ним дальше происходит, не говорится. Доживет ли он до суда? Как его будет суд судить? Какое ему будет наказание? Будет ли он это наказание отбывать? Вот это все, вот этого всего в классическом детективе нет. Почему? Потому что все работает идеально. И поэтому тюремная система работает идеально. Главное найти вот эту бракованную деталь и как можно быстрее про нее забыть. Да? То есть в этой отдельной детали кто такой и где порой залокализовано зло. А сам механизм идеально работающий. В «Собаке Баскервилей» это очень четко показано. Начинается история с того, что доктор Мортимер дрожащим голосом зачитывает историю про родовое проклятие Баскервилей. Вот, значит, обращу внимание на несколько деталей. Это проклятие пало на род Баскервилей в 17 веке. То есть до 1917 года, когда у нас еще что-то было плохо. 17 век для Англии – это время революции, время гражданской войны. И одна из причин, почему крестьяне считают справедливым, что род Баскервилей преследует собака, что он предатель. Он поддержал парламент, хотя сам аристократ, и должен был до конца защищать короля. Понятно, да? Порядок и дисциплина нарушены. Но когда это было? Это было в 17 веке. Сейчас у нас другие времена. У нас все соблюдают правила, кроме некоторых отдельных исключений. Поэтому Холмс со скучающим видом слушает эту историю, и когда она наконец-то закончилась, он, зевая, спрашивает: ну, для любителей древности это может и интересно, а мне-то вы зачем это притащили? Итак, у нас есть иррациональная сила, родовое проклятие, которое якобы тяготеет над Баскервилем. Мистика. То, что непонятно. Далее. Действие происходит в болотистой местности. А чем у нас коварны болота? Болото похоже на фигуру злодея. В каком качестве? Вот помните, я это вам показывал? Кажущееся и подлинное. Болото коварнее реки или озера чем? Оно притворяется твердой почвой, поэтому коварно притягивает к себе неосторожных прохожих,
они проваливаются и тонут. Да, там есть разговор об этом Степлтона и Ванса. Да, вот. Коварно, да? Коварно, то есть непредсказуемо, иррационально. Вот. То же самое касается фигуры злодея. Мастерство автора детектива заключается в том, что преступником оказывается кто? Совершенно верно. Кто очень хорошо притворяется хорошим человеком. Да? Вот. Немного вспоминая мою предыдущую лекцию, Эдгар По любил это обыгрывать, парадокс, и говорил, что нормальные люди от сумасшедших отличаются только тем, что сумасшедшие знают, что они сумасшедшие, а нормальные люди еще не знают. И поэтому, если сумасшедший знает, что он сумасшедший, он себя гораздо лучше контролирует и ведет себя более нормально, чем любой сумасшедший. Да. Как только больной успокоился, срочно надевайте смирительную рубашку. Это у него фраза в рассказе. И здесь то же самое. Если человек кажется приличным, срочно доставайте наручники, это и есть преступник. В чем сходство с болотом? У вас есть поверхностное впечатление, да, и вы думаете, что это приличный человек, а суть вы его не видите. Почему? Потому что вы не рыцарь. Святой Грааль вам недоступен. Да. Собака. Зловеще выглядит вот это слово «собака» звучит. Почему? Потому что речь идет об Англии. А как мы помним из классики, это в Лондоне собака друг человека, а у нас управдом друг человека. Да? То есть англичане очень любят собак, и ужасно что? Ужасно то, что орудием преступления становится собака. Почему это ужасно? Потому что чем отличается боевик от фильмов ужасов или триллер от фильма ужасов? Если в боевике на ваших глазах из крупнокалиберного пулемета человека расстреливают и летят шметки мяса кровавое, это не ужас. Почему? Потому что пулемет для этого и создан. Вы от него другого и не ждете. А вот когда вы заходите на кухню и на вас нападает холодильник и пытается вас съесть, это ужасно, потому что от безобидных вещей вы этого не ожидаете. Как видите, сплошные нарушения правил, сплошное нарушение порядка. Все не так, как должно быть. Но что может противостоять этим иррациональным силам? Человек, который является носителем сверхрационализма, носитель сверхразума. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс берется за дело, и быстро выясняется, родового проклятия нет. А есть что? Кто помнит? Ладно, причина. В чем причина убийств? Правильно. 1 миллион фунтов стерлингов. Все, бабки. Никакой мистики. Да, мотив. Болото, конечно, коварное, но для кого? Для того, кто не знает секретных тропинок. А если вы, как Шерлок Холмс, их знаете, то вы гуляете по болотам точно так же, как по улицам Лондона. Да? Почему? Потому что есть знания. Собаки нет. Злой собаки нет. Она кажется злой и страшной. Почему? Потому что ее размазали, намазали, загримировали. Да? А так она, в принципе, ну, съест пару человек, ну не больше. Вот. Кстати, там есть такая деталь, когда они собаку обезвреживают, то все участники событий испугались. Все. Ну, понятно, что Баскервиль испугался, понятно, что Ватсон испугался, но там говорится, и даже лишенный воображения Лестерет испугался, и даже Холмс испугался. Их все-таки собака привела в ужас. Пока они не знали, что дело все в краске. Вот. Ну и злодей. Да, злодеем оказывается только один человек. Один человек. Все зло локализовано в этом человеке. Можно выдыхать с облегчением и возвращаться куда? В райскую жизнь, которая была до начала данных событий.
Таким образом, вам детектив доказывает, вы живете в прекрасном мире, в этом мире ничего страшного не случится. А если что-то страшное случается, то это мелкие эпизоды, которые можно устранить. Это поломки, которые вызываем мастера, и он их решает. А так мир вообще прекрасен. И поэтому ничего с этим миром делать не надо. В нем и так все замечательно. Да. Ну, несколько деталей. Вот. Значит, ну, чем я хуже Холмса, да, тоже постараюсь поискать Святой Грааль. Это цитата из реплики доктора Мортимера. Дело в том, что конец XIX века – это век науки. Это век науки, это когда заниматься наукой было престижно, и достижения в науке были колоссальные в конце XIX века. Это говорит, но при этом ученые своеобразные люди. Это говорит доктор Мортимер, когда встречается с Холмсом и говорит: «Я так мечтаю заполучить ваш череп». Почему? Потому что он занимается изучением анатомии. Я вовсе не намерен быть неделикатным, но хотелось бы заполучить ваш череп. Так вот, наукой там занимается большое количество персонажей. В конце рассказа, ближе к концу рассказа, еще до поимки Степлтона, Холмс, в числе прочего, упоминает такую деталь, о которой ученые УДГУ могут только мечтать. Да? В дальнейшем Степлтон вместе с остатками своего состояния, новыми планами на будущее и страстью к энтомологии перебрался на юг Англии. Помните, он все время с очком бегает и выискивает редкие экземпляры насекомых, в частности бабочек. Я наводил справки в Британском музее и выяснил, что Ванделер, ну это тот же Степлтон, считался признанным авторитетом в своей области, и что его имя было присвоено одной ночной бабочке, описанной им еще в Йоркшире. То есть преступник у нас ученый. Причем, видите, признанный авторитет. Ну, что далеко ходить, кто у нас главный антагонист Холмса? Кто? Заметили, как его назвали? Профессор Мориарти. Профессор. Причем математики. Поэтому он гениальный преступник. Вот. Фрэнклин был астрономом-любителем. Он еще там любил всякие иски подавать, но у него была подзорная труба, и вот он был тоже ученым. В общем, у нас интеллектуалами детектив перенасыщен. Да, все занимаются интеллектуальной деятельностью. Теперь, откуда взялся тот самый 1 000 000 фунтов стерлингов? Чтобы вы понимали, 1 000 000 фунтов стерлингов, из-за которого идет речь, на наши деньги это примерно 1 миллиард. Да? С учетом инфляции. Деньги гигантские. А как же так смог заработать Баскервиль за короткие сроки такие деньги? Вот первая строчка на этом слайде. В наши дни владычество Нуворишей. Нувориш – это французское слово, точнее из французского языка, которое буквально переводится «новые богатые». Это люди, которые быстро разбогатели. Ну, естественно, все на них с презрением смотрят, потому что они выскочки. А Чарльз-то не такой, Баскервиль. Почему? Потому что он аристократ. Но разбогател он точно так же. Совершал весьма прибыльные операции в Южной Африке. Ну и как вы думаете, что это были за операции? Алмазами он торговал или спекулировал, кому как угодно, да? На колониях они богатеют, в колониях, да? За счет эксплуатации колоний. Это время, когда люди очень быстро богатели. Ну и поэтому у нас и появляются кражи, разного рода изощренные преступления, потому что деньги большие и деньги, не сказать легкие, но которые зарабатываются быстро.
ну и также могут быстро теряться. Да, еще передовые технологии там используются. Генри Баскервиль собирается электрифицировать Баскервиль-Холл. Вот. И тогда не было сотовой связи, и не было, как это в сериале «След» определяют, да, биллинга, по которому можно засечь, где находился человек. Но, кто помнит, в повести прекрасно справляется с этим телеграф. Им надо определить, был ли в определенное место, в определенное время, в определенном месте человек. Они используют телеграф. Вот. В общем, технологическое обеспечение уже на должном уровне. Несколько слов про пеструю ленту. Шерлок Холмс у нас рыцарь, но не только потому, что он интеллектуал, а потому что он рыцарски ведет себя по отношению к дамам. Примером является рассказ «Пестрая лента». В самом начале рассказа звучат вот эти слова. Работая из любви к своему искусству, а не ради денег, аристократические у него замашки. Да? Почему? Потому что третье сословие буржуазии, она во главу угла ставит деньги, а он работает из своего искусства. За какие дела он берется? Он не брался за расследование обыкновенных будничных дел. Его всегда привлекали только такие дела, в которых есть что-нибудь необычайное, а порой даже фантастическое. Любит он необыкновенное, экзотическое, романтическое. Вот. Кстати, слово «романтическое» происходит от того, что писали в рыцарских романах. А теперь смотрите, как описаны силы, с которыми он борется. В «Собаке Баскервилля» это были болота, враждебная природа, отсутствие стабильности. Да? Здесь у нас антагонист связался с цыганами и привез из Индии множество экзотических животных, одно из которых и стало орудием преступления в этом рассказе. Да? Время колониализма, поэтому в Британии довольно легко можно заполучить гепарда или павиана, или ядовитую змею. А вот как описано место преступления? Это то, против чего борется Шерлок Холмс. Дом был из серого, покрытого лишайниками камня. Второе предложение зачитаю. В одном из этих крыльев окна были выбиты и заколочены досками, крыша местами провалилась. У крайней стены были воздвигнуты леса, начаты кое-какие работы, но ни одного каменщика не было видно. Если, выражаясь культурно, этот дом представляет собой деградацию и упадок, или хаос, вот. А если выражаться более просторечно, это бардак. И точно так же, как в «Собаке Баскервилей», сверхразум Холмса справляется с иррациональными силами, якобы иррациональными, наводит порядок. И здесь у нас задача в чем? В том, чтобы в этом гибельном месте, гибельное оно почему? Потому что там живут дикие звери внутри дома, и дом разваливается, дом разлагается, как его обитатель. Нужно навести порядок. То есть Холмс у нас наводит порядок. Он рыцарь порядка. Да. Теперь про Честертона. Когда я его перечитал перед сегодняшним выступлением, роман «Человек, который был четвергом», он мне напомнил «Мастера и Маргариту». В частности, действие начинается в парке, и там встречаются два поэта. Одного поэта зовут Люциан Грегори, второго Габриэль Сайм.
ничего не напоминают имена. Люциан — это Люцифер, а это архангел Гавриил. Да. Соответственно, они оба поэта, но свободные от написания стихов они занимаются другими делами. Люциан Грегори творит хаос, Габриэль Сайм поддерживает порядок. Вот. Ну, тут мелко написано, цитирую Люциана Грегори. Знакомые, кстати, тезисы. 1908 год, тогда эти взгляды были распространенными, да и сейчас тоже. Анархия и творчество едины, это синонимы. Тот, кто бросил бомбу, поэт и художник, ибо он превыше всего поставил великое мгновение. Он понял, что дивный грохот и ослепительная вспышка ценнее 2-3 тел, принадлежавших прежде полисменам. Поэт отрицает власть, он упраздняет условности, радость его лишь в хаосе. Иначе поэтичнее всего на свете была бы подземка, ну, имеется в виду метро. Почему матросы и клерки в вагоне так утомлены и унылы, ужасно утомлены? Потому что, проехав Слоун-сквер, они знают, что дальше будет Виктория. Как засияли бы их глаза, какое испытали бы они блаженство, если бы следующей станцией оказалась Бейкер-стрит. Творчество, хаос, анархия. Вот настоящее счастье. Понятно, да? Весь мир насилием мы разрушим. До основания. Да? Радость разрушения. Радость хаоса. Габриэль Сайм рассуждает иначе. Когда человек, приручив стрелу, поражает далекую птицу, мы видим в этом величие. Необычно и ценно попасть в цель. Промах нелеп и скучен. Хаос уныл, ибо в хаосе можно попасть и на Бейкер-стрит, и в Багдад. Но человек волшебник, и волшебство его в том, что он скажет Виктория и приедет туда. То есть чудо заключается в том, и творческий акт заключается в том, чтобы хаос преодолеть, хаос победить, навести порядок. Вот эти две точки зрения сталкиваются в этом романе. Честертон целиком и полностью за порядок. За порядок. В этом романе есть тайная организация, которая борется с анархистами. Цель анархистов — это разрушить весь мир. Не убить какое-то количество людей, не убить каких-то конкретных людей, а просто уничтожить все живое. Всех людей, как гадов, там сказано. Вот. Один из представителей этой организации в разговоре с Габриэлем Саймом говорит: самому существованию цивилизации скоро будет грозить интеллектуальный заговор. Он убежден, что мир науки и мир искусства молчаливо объединились в борьбе против семьи и общества. Вот это всесилие анархия, которому противостоит данная организация. А кто является силой, которая несет в себе последнюю надежду человечества, последнюю надежду цивилизации? Вот в этой фразе противопоставляются два типа людей. Дрянные современные мыслители и толпа обычных людей. Толпа обычных людей – это хорошие люди, а мыслители, особенно современные, дрянные. И можно заподозрить Честертона в том, что он вот такой воинствующий антиинтеллектуал. Он считает, что угрозу цивилизации несут не пьяные матросы в кабаках,
а философы, которые сидят в кабинетах и пишут книжки. Но о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что он противопоставляет обычных людей элите. Элита, которая не столько мыслит, не столько совершает научные открытия, не столько создает произведения искусства, сколько использует философию, использует искусство, использует науку, чтобы управлять, чтобы манипулировать, чтобы подавлять всех остальных людей. Понятно, да? Вот это разделение. То есть зло не в самой науке, зло не в самих мыслителях, а в жажде власти, искушение, которое испытывают люди, получившие доступ к такого рода технологиям, скажем так. Это продолжение сюжета о докторе Фаусте. Что ты будешь делать, если в твои руки попадет сверхразрушительная технология? Между прочим, когда была создана атомная бомба, очень часто сравнивалась роль создателей бомбы с Фаустом. Человечество получило в руки такой разрушительный инструмент, который требует иного морального и интеллектуального уровня. Да? И великое искушение у людей, которые получили этот инструмент, использовать его для захвата власти, укрепления собственной власти и так далее. Вот это логика Честертона. Честертон у нас умер в 1936 году. К сожалению, Честертон оказался неправ, как показали события XX века. Он полагал, что вот прививкой от увлечения тоталитарными идеями является обычный человек. У него там будет несколько синонимов, которые он употребляет. Но, как показала практика, например, нацизм в Германии – это была идеология рядовых немцев, да, лавочников, как писали в советских газетах. Вот. Это любимый тезис Чулкова, он периодически к нему обращается, когда рассказывает про русскую литературу XX века, что маленький человек, он не такой уж безобидный, что персонаж из рассказов Зощенко, он с таким же равнодушием, с такими же эмоциями курицу разделывает на кухонном столе в коммунальной квартире, и с таким же равнодушием будет убивать человека. Он безидейный. То есть безидейные люди, они не менее опасны, чем интеллектуалы. Но это будет в будущем, пока у Честертона вот такая надежда. И поэтому у него надежда на обычных людей. Вот это цитата из эпизода, когда Сайм попадает в штаб анархистов. Эти анархисты задумывают теракт, очень жестокий. И во время этого обсуждения он услышал шарманку. И вот эта шарманка установила контакт между этими современными мыслителями и обычными людьми. И этот контакт обеспечил силы Сайму. Он возгордился тем, что он человек. Это ставило его неизмеримо выше сидевших рядом чудовищ. Хотя бы на мгновение он увидел их жуткие причуды с сияющих высот обычности. Я выделил жирным шрифтом, потому что вот это упование на то, что обычный человек, носитель здравого смысла, и в конечном итоге разберется, кто хороший, кто плохой, что такое добро и что такое зло, была у Честертона. Он противопоставляет хаосу не интеллектуала, не человека, наделенного сверхразумом, а обычного человека. Правда, фокус в том, что этот обычный человек у Честертона гораздо умнее оказывается, чем интеллектуал. Вот. Типичный лексикон, который использует
Честертон. Обычный человек, здравый смысл, общее место. По-английски употребляется одно и то же слово common, да? Common man, common sense, common place. Это общее место, общеизвестно. У Киплинга есть такое стихотворение «Боги азбучных истин». То есть это некие истины, от которых нельзя отходить и которые служат ориентиром в мире, где нет черного и белого, а есть серое, где стираются границы между добром и злом. Теперь рассказы об отце Брауне. Здесь перечислены определения его этих рассказов, которые даются литературоведами. Детективная притча, детективно-проповедническая новелла, интуитивный детектив, теологический детектив, научно-психологические этюды в художественной форме, детектив-парадокс, психологический детектив и фантастические новеллы с детективной разгадкой. Я прочитал несколько работ, в том числе обзорных, по поводу рассказов отца Брауна. И там можно как бы такие две точки зрения, как бы две крайности выделить, разнести. Первое, доказывают, что эти рассказы хорошие, потому что они не совсем детективы. А второе, несмотря на то, что эти рассказы написаны не очень по классическим примерам, но это все-таки хорошие детективы. Да? Честертон был любителем парадоксов, поэтому у него эти рассказы достаточно нетривиальные, необычные. Главное отличие рассказов об отце Брауне, как мне кажется, находится в их финале. Сейчас мы до него и до этого финала доходим. Вот. Цитата из новеллы «Сапфировый крест». Она безотносительно сюжета вполне красноречива. Да? Валентен – это один из полицейских участников событий в этом рассказе. Знал, что такое разум, и потому знал границу разума. Понятно, да? Как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Только умный человек знает, что он не совсем умный. Да? Трагедия Фауста не в том, что он слишком умный, трагедия Фауста в том, что он думает, что он самый умный. Это не отец Браун, это персонаж, который как бы почти такой же эффективный, как отец Браун. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина. Только тот, кто ничего не смыслит в разуме, пытается размышлять без твердой неоспоримой основы. Понимаете, да? Исходя из этой цитаты, у нас под нашими действиями, и тем более под нашими мыслями, должна быть какая-то твердая основа. В воздухе вы ее создать не сможете. По этой причине у нас главный персонаж в этих рассказах – это католический священник. Потому что у него эта твердая основа есть. Когда Валентин ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, не в банки, полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует. Помните, я вам рассказывал про странствующих рыцарей? Если ты не знаешь, куда идти, доверься случайности или доверься кому? Всевышнему. Если в мире есть порядок, рано или поздно ты на этот порядок наткнешься. Собственно говоря, это и происходит в новелле «Сапфировый крест». Потому что есть тот, кто этот порядок создал. Поэтому, если ты отказываешься от своих представлений о порядке, предаешься его воле, то ты находишь высшую форму порядка. Если у вас есть ключ, говорил он, этого делать не стоит, но если ключа нет, делайте только так. И смотрите, парадокс. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. Да? Вы знаете, что ваш разум не может все объяснить, поэтому ведите себя так, как будто разума у вас нет. Это будет рациональный выход. Так вот, отец Браун представляет собой
то самое воплощение той самой сияющей высоты обычностью. Это описание отца Брауна из новеллы «Сапфировый крест». Ну, последнюю фразу, да. «Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся с зонтиком, Валантен от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь». Отец Браун изображается, точнее, выглядит как простофиля, как недотепа. Обычный, неуклюжий, комичный персонаж. Вы помните, что я вам говорил про Ватсона? Это не Ватсон глупый, это он притворяется глупым. Чтобы быть обычным человеком, чтобы понять, что ты обычный человек, и осознать свое место в этом мире, необходимы серьезные интеллектуальные усилия, которые отец Браун и предпринял. Да? В другом рассказе сказано: весьма скромная личность, католический священник из соседнего прихода. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилия у него была заурядная – Браун. Ну, Браун – это очень распространенная фамилия в Англии. Какими методами, точнее, каким методом пользуется Браун? Он католический священник, помните? Нагорную проповедь я вам напомнил. Есть рассказ, который так и называется «Тайна отца Брауна». В этом рассказе, после довольно большой уже серии раскрытых преступлений, к нему обращаются его друзья и говорят: расскажите нам о своем методе. Откройте нам ваш святой Грааль. Да? Тут упоминается Эдгар По, доктор Ватсон. В чем же суть вашего метода, спрашивают у отца Брауна. Понимаете, всех этих людей убил я сам. Что? Я сам убил всех этих людей, кротко повторил отец Браун. Вот я и знал, как все было. Понятно, да? Так. Помните про Нагорную проповедь? Что значит эта фраза? Я сам убил всех этих людей. Совершенно верно. Он влез в шкуру этих людей и после этого понял их мотивы и понял, кто мог совершить это преступление. Да? То есть вот так он перевоплотился, да, в этих преступников. Да, там и выясняется. Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает последнего толчка. А почему у него это получается? Так, там еще дальше. Ну вот опять-таки про Нагорную проповедь. Они хотят сказать, что человека можно изучить снаружи, как огромное насекомое. И я не изучаю человека снаружи, я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда. Я внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его руки, его ноги. Но я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думу. То есть он может поставить себя на место преступника, думать как преступник, и поэтому может с ними бороться. А как же тогда быть с его нравственностью? Ведь получается, что он в своей душе совершает эти преступления. Он их переживает. Опять-таки, помните про Валантена? Только человек разумный знает границы своего разума. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой.
или каким плохим он мог бы стать. Чтобы стать хорошим, нужно осознать, насколько плохим ты можешь быть. Похоже на сюжет другого английского неоромантика, современника Конан Дойля, но Честертон как бы чуть попозже. Это Стивенсон, знаете, наверное, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Суть эксперимента примерно такая же. Подробно останавливаться не буду, но там тоже. Чтобы стать хорошим, надо стать плохим. Так вот, отец Браун через перевоплощение в этих преступников, через совершение в своей душе самых жестоких злодеяний, он находит греховность в том числе и в своей душе. И в том числе с помощью этого он от них очищается. Но в каком случае это возможно? Да, и поэтому вот такой метод, такой глагол здесь используется в рассказе «Сапфировый крест». Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата-священника, говорит он человеку, который потом оказался преступником. Вот я и стал вас испытывать. То есть, чтобы вывести на чистую воду Фламбо, так зовут его главного антагониста, это такой профессор Мориарти для Брауна, он проводит серию испытаний. А для самого Брауна те расследования, которые он ведет, это тоже серия испытаний. Если ты их выдерживаешь, твоя душа укрепляется. Ну, там вот это дальше идет описание того, как он наводил полицию на этого преступника. С помощью каких методов. Так вот, почему же это доступно священнику, отцу Брауну? Какой у него святой Грааль, какая у него сверхспособность, если он обычный человек? А дело в том, что в его мировоззрении преступление – это акт грехопадения. Акт грехопадения из изначально идеального состояния в современное неидеальное состояние. И поэтому, с одной стороны, с точки зрения Брауна, преступники все люди способны совершать преступления. Да? И поэтому в каждом человеке есть что-то, за что он должен покаяться, что-то греховное. Далее, экзегетика. Кто-нибудь знает, что такое экзегетика? Совершенно верно. Священное Писание, оно не допускает буквального прочтения, оно требует истолкования. И вот эти вот события, которые здесь перечислены, да, соленый кофе, счет, это как раз события, которые нужно правильно истолковать. Ну, собственно говоря, чем у нас занимаются детективы? Холмс берет лупу и видит то, что не видели остальные. Богословы берут текст Библии и прочитывают его так, как не прочитал ее профан. Да? Вот это выискивание подлинного смысла, которое похоже на расшифровку улик, это и есть экзегетика. Напоминаю, что детектив устроен так, что вы, как читатель, и Ватсон, как рассказчик, знаете о преступлении столько же, сколько Холмс. Но Холмс это прочитывает другим, вернее, Ватсон прочитывает это одним способом, а Холмс другим способом. Далее, возвращаясь к роману «Человек, который был четвергом». Преступление – это обязательно хаос, который нарушает порядок. Понятно, да? Отсюда какой у нас вывод в другой части Нагорной проповеди есть? Молитесь за проклинающих вас, подставьте другую щеку, да. Преступники заведомо слабы, потому что порядок заведомо сильнее. Поэтому по отношению к преступникам нужно проявлять акт милосердия. Вот. Но я напоминаю, почему в Нагорной проповеди такая парадоксальная этика.
ты уже, как христианин, получил доступ к вечному счастью, а язычники еще нет. Поэтому тебе-то хорошо, а им плохо. Поэтому, что бы они ни делали, ты должен их пожалеть. Что бы они с тобой ни делали, им все равно будет хуже, чем тебе. Поэтому преступник, он паразитирует на порядке, и поэтому он заведомо слабее, чем порядок. В романе «Человек, который был четвергом», как раз это утверждается, что порядок заведомо сильнее, чем хаос. Что бы ни делали люди. А у кого у нас есть контакт с этим создателем порядка? У священнослужителя. Поэтому отец Браун имеет, вернее, главный герой наделен профессией именно священника. Значит, у священника ситуация парадоксальная. Есть 3 профессии, которые знают человека с самой мерзкой, отвратительной стороны. Это врачи, это учителя и это священники. Поэтому, с одной стороны, священники контактируют с самым грязным, что есть в человеке. Честертон это обозначает как преступление, которое расследует отец Браун. С одной стороны. А с другой стороны, они контактируют с абсолютом, со священными текстами. И таким образом у нас черное контактирует с белым через отца Брауна, через его сутан. И почему он именно католик, а не протестант? Англия страна вообще-то протестантская, католиков там долгое время искореняли, мягко скажем. И почему из всех конфессий выбирается именно католицизм? Потому что протестанты отменили вот эту функцию посредника, они отменили разграничение между людьми, которые допущены к сакральным знаниям, на которых есть благодать, и профанами. С точки зрения протестантов, любой человек может читать Библию и понимать так, как ему заблагорассудится. Ну, я немного упрощаю, но такое направление примерно похоже. А вот у католиков и у православных священник – это тот посредник, который наделен полномочиями правильно истолковывать тексты Библии. Он человек между этим абсолютом и обычными людьми. И теперь опять-таки у него пограничное состояние. Он, с одной стороны, как Ватсон, знаком с гением, с носителем высшего разума, со Всевышним, по крайней мере, с текстами, которые о нем говорят, боговдохновенными текстами. А с другой стороны, он же контактирует с обычными людьми. И для этого он должен быть самым обычным среди обычных людей, чтобы быть с ними на одном уровне, на одной волне. И поэтому, например, в «Сапфировом кресте» чем отличается Фламбо, который притворяется священником, от настоящего священника отца Брауна, что Фламбо слишком много говорит про богословие. Он слишком правильный священник, а отец Браун обычный священник. Да? Он, как сказать, самый обычный среди обычных. Вот. Но так же, как Ватсон, он опускается до уровня обычного человека, осознав то, что есть уровни выше. Да? Так, да. Теперь необычность повествовательной структуры новелл про отца Брауна заключается в том, что у них есть двойной пуант. Ну, пуант – это термин, из французского, по-моему, он попал в обиход русских литературоведов, панчлайн, то есть это финальное предложение, финал анекдота или новеллы. Ну, знаете, да, когда вы слушаете анекдот, вы ждете, чем все закончится. Вот эта последняя часть, которая соль шутки содержит, называется панчлайн по-английски или пуант.
Детектив мы читаем для того, чтобы узнать, кто преступник. Почему он это сделал? После этого в классическом детективе это зло, эту бракованную деталь локализуют, и мы про нее забываем. У Честертона присутствует двойной плант. Во-первых, отец Браун разоблачает этого преступника, но он католик. И поэтому второй плант, преступник, после нотации, которую прочитал отец Браун, перерождается и становится хорошим человеком. По крайней мере, в данной ситуации он поступает хорошо. Вот здесь два абзаца. Первое – это проповедь, которую он прочитал преступнику. А до этого он объяснил, как он понял, что это преступник, и что это именно он похитил бриллианты. И когда он ему рассказал, насколько плохо он поступил, то что происходит? Эти бриллианты упали на землю, преступник скрылся. Отец Браун редко передает полиции преступников. Почему? Потому что, когда он с ними поработал, они уже перестают быть преступниками. Вот это вторая неожиданность. Первая неожиданность, что оказывается преступником абсолютно человек, от которого вы не ожидали, что он будет преступником. А вторая неожиданность, что этот преступник оказывается способным на непредсказуемые поступки, благородные поступки. Под влиянием чего? Под влиянием того, что отец Браун заглянул ему в душу, и он переродился. Так вот, я заканчиваю, да? Почему у нас домохозяйки любят классические детективы? Именно классические, да? Не детективы полицейские, не детективы про бандитов, а именно классические детективы. И как это связано с христианством, чтобы подвести итоги и закруглить? В классическом детективе весь мир нормальный. Хороших людей большинство. Порядочных людей большинство. Преступников заведомо немного. Кстати, поэтому у нас экзотические преступления, да, и поэтому требуется свергение, потому что это очень экзотическое событие, невиданное событие, аномальное событие в этом мире преступления. Так вот, преступление – это нарушение нормы, но нарушение нормы временное, легко устранимое, с ним легко справиться. Да. Это похоже на то, как женщины убираются в квартире. Да? Вот был беспорядок и хаос, засучили рукава, взяли тряпку, и все блестит. Понятно? Почему? Потому что хаос заведомо слабее, порядок сильнее. Поэтому зло можно локализовать, со злом можно справиться, грязь можно смыть. Почему? Потому что в человеке добра все-таки больше, чем зла. Вот из этого исходит отец Браун. Поэтому он не боится влезать в шкуру преступников, потому что он знает, что в конечном итоге добро победит. Но зло же возвращается. Что? Но зло же возвращается. Потому что грехопадение. Потому что уборку нужно проводить каждую. Да. Потому что носители хаоса. Да. Куда они делись? Да. Значит, да, вот это именно наведение порядка в женском варианте. Да? Главное, чтобы стереть, и все было чисто. Вот этим занимается стиранием, наведением порядка сыщик. Поэтому это очень апеллирует к женской психологии. Так вот, часто это исходит из того, что человек способен к перерождению. А почему он способен к перерождению? Потому что сыщик может вести расследование, наказывать преступника, разоблачать его только потому, что он уверен, что есть высшая форма порядка. Если он в это не верит, то эта деятельность бессмысленна. Да? Если у вас вот
вся квартира чистенькая, и только в одном углу есть пыль, вы берете тряпку и протираете. Да? А если у вас весь дом погряз в грязи, тогда у вас опускаются руки. То есть, что делает сыщик с точки зрения Честертона в явной форме и с точки зрения Конан Дойля в более замаскированной форме? Есть законы порядка, и есть тот, кто эти законы порядка создал. Поэтому, опираясь на эту абсолютную силу, отец Браун, на волю Всевышнего, да, он и находит в себе силы с этими преступниками бороться. И поэтому он не останавливается только на том, чтобы локализовать преступление, ткнуть пальцем и сказать: вот ты плохой. Он еще и это зло в человеке пытается искоренить. Человек перерождается. Вот. И поэтому Честертон вот такой очень оптимистический. Вот. И, как я сказал, роман «Человек, который был четвергом» по своему началу похож на роман «Мастер и Маргарита». Там тоже два поэта беседуют. И по своему финалу тоже перекликается с романом «Мастер и Маргарита». Да. Ну, в качестве спойлера или наоборот завлекаловки, четверг – это день недели. Персонажи в этом романе названы днями-неделями в соответствии с днями творения. Это отсылка к Ветхому Завету. Но и самое главное из них это воскресенье, которое является воплощением вот этого Всевышнего Бога. Вот, на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.